Как вы уже знаете из наших предыдущих выпусков, инфляция – это устойчивый рост общего уровня цен на товары и услуги. При этом отдельные товары могут заметно дорожать, а другие – дешеветь, а третьи вообще не меняться в цене. Инфляция – это всегда рост цен. При низкой инфляции цены растут очень медленно, но все же растут. Когда говорят, что инфляция снижается, это значит, что потребительская корзина дорожает медленнее, чем в прошлые годы. Вы уже стали разбираться в том, что в основном цены на товары и услуги зависят от спроса и предложения на рынке, а некоторые цены регулирует государство. Но если у вас до сих пор возникает вопрос, при чем здесь уровень цен и ключевая ставка Центробанка, то я приглашаю вас к просмотру нового выпуска передачи про деньги. Сегодня у нас в гостях Антон Анатольевич Коноплев, управляющий отделением Банка России по Республике Саха-Якутия. Антон Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Банк России 13 сентября принял решение повысить ключевую ставку с 18 до 19% годовых. С чем это связано? Постараюсь рассказать. Для начала напомню нашим зрителям, что для комфортной жизни, для устойчивого экономического развития Банк России считает приемлемым в целом по стране уровень инфляции вблизи 4%. Это цель Банка России по инфляции, и мы прикладываем усилия по приближению текущей инфляции к этой цели. Для этого мы используем основной инструмент, ключевую ставку, которая влияет на все процентные ставки в экономике, на кредиты, на депозиты, влияет на спрос и через нее влияет, собственно, на инфляцию. Инфляция в стране сложилась выше целевого уровня, и мы, к сожалению, не видим тенденции ее устойчивого снижения. Инфляция в стране на сегодняшний день выше целевого уровня, и мы, к сожалению, не видим устойчивого ее снижения. На инфляцию оказывает существенное влияние спроса, точнее даже его отрыв от предложения производства. Основанием для такого спроса является рост реальных заработных плат, использование кредитования, да, а подогревают инфляционные ожидания. Инфляционные ожидания — это когда люди ожидают дальнейшего роста цен и приобретают товары сейчас в большем количестве. Это дополнительно оказывает такое давление. А производство товаров, оно на сегодняшний день ограничено по ряду факторов. Один из них — это, например, фактор рынка труда. Мы имеем минимальный уровень безработицы на сегодня, исторически минимальный уровень отмечается. Есть ограничения по логистике и есть ограничения по международным расчетам. И для того, чтобы инфляция снижалась, нужно охладить этот потребительский спрос и ужесточить денежно-кредитные условия. Банк России, как раз поднимая ключевую ставку с 18 до 19%, как раз это и сделал. Но здесь Банк России сделал не только ужесточил условия кредитования, он сделал, наоборот, еще более выгодные условия для депозитов. Да, поскольку, как я уже сказал, ключевая ставка влияет на все процентные ставки, то произошло удорожание кредитования и, собственно, ставки по депозитам тоже выросли, что привело к изменению модели поведения потребителя. Стало выгодно больше сберегать, чем тратить. Через это идет некоторое снижение потребительского спроса, которое толкает вниз цены, да, а если цены снижаются, то снижается и инфляция. Примерно по этой причине Банк России поднял ключевую ставку. То есть с помощью высокой ключевой ставки Центральный банк борется с инфляцией в стране. Да, именно так. И при этом кредиты для бизнеса ведь становятся дороже, и все свои возросшие издержки предприятия перекладывают в цены на свою продукцию. И получается, что повышение ключевой ставки, напротив, увеличивает инфляцию, вместо того, чтобы ее сдерживать. Так ли это? Это не совсем так. Тоже постараюсь раскрыть эту тему. Повышение ключевой ставки всегда снижает инфляцию, всегда приводит к снижению инфляции. На
повышение вот этих издержек влияют разные факторы. Один из этих факторов, например, повышение прибыли. Да? То есть как бы люди ожидают, что будет высокий спрос, повышают прибыль, все равно купят. Но если спрос растет недостаточно, люди уже начинают отказываться от покупок, ну, по разным причинам, например, для того, чтобы сберечь большую сумму, то те, кто продает товары, они, значит, видя эту ситуацию, могут сокращать свою маржу и тем самым снижать цены, да, чтобы обеспечить сбыт товара. Другим фактором, вот как вы сказали, это удорожание кредитования. Ну, по нашим данным, по вопросам предприятий, это незначительная доля, это примерно 5% от себестоимости продукции, поэтому как бы здесь влияние повышения именно кредитования оказывает несущественное. Гораздо большее влияние оказывает сама инфляция, да, поскольку идет рост и сырья, и, значит, оборудования, и заработных плат. И это оказывает на всю цепочку вот, всех предпринимателей, всех производителей товаров. Поэтому очень важно в целом снизить инфляцию. И вот через повышение ключевой ставки мы добиваемся снижения инфляции и добиваемся выгоды для общества в целом и, собственно, потребителей, да, и производителей товаров. Мгм. А почему нельзя сделать так, например, чтобы ставки по вкладам были высокими, а по кредитам низкими? И ведь тогда люди больше будут сберегать и меньше тратить постоянно, да, а бизнес, в свою очередь, не так бы сильно повышал цены, вот, ну, чтобы не было таких вот каких-то скачков на рынке. Реально ли это вообще? Но вообще это не запрещено и можно попробовать. Да? Вот какой результат будет, ну давайте порассуждаем. Вот представьте, что вы вот банк. Значит, банк занимается чем? Он привлекает временно свободные денежные средства и перераспределяет их другим экономическим субъектам. Вот вы привлекли денежные средства под 18%, а выдали под 5%. Да? Какая у вас будет прибыль? Получается, что никакой. Прибыль будет отрицательная, да? То есть вы будете доплачивать за то, что вы взяли деньги. Как долго вы сможете работать в таком режиме? Ну, я думаю, недолго, обанкротитесь быстро. Поэтому здесь очень важно, чтобы вот этот баланс сохранялся. Поэтому, ну вот, к сожалению, такая вот идеальная схема, она, наверное, недостижима. Она не идеально получается. Ну, да, идеально для потребителя, но совсем не идеально для банкира. Антон Анатольевич, а по высоким ставкам якутяне продолжают брать кредиты или стали больше сберегать? Ну, на начало сентября объем вкладов населения вот, увеличился по сравнению с прошлым годом на 16%. А объем составил 193 миллиарда рублей. Задолженность тоже выросла на 11,9% и составила 155 миллиардов рублей. Это по потребительским кредитам? Это по потребительским кредитам, не считая ипотеки. Хочется отметить, что в июле вот, темп прироста задолженности составлял 12,9. То есть мы наблюдаем замедление вот этой самой задолженности, то есть замедление кредитования, да? Кредитование населения, совершенно верно. Вот. В России тенденция примерно такая же. Рост задолженности составляет ну, годовой в августе 16%, а в июле составлял 17,4%. Поэтому тенденции у нас здесь одинаковые вот, с Россией. Хочется отметить, что кредитование это продолжается, просто вот увеличение, расширение кредитования, оно не происходит. Происходит некоторое замедление, что как раз сейчас и нужно для экономики. То есть сокращение вот, кредитования это как раз полезно для снижения потребительского спроса и тем самым сокращение вот этого давления, да, на рынок потребления, на потребление. Что ли. То есть, если говорить простыми словами, то люди стали более обдуманнее относиться к кредитам? Да, но и условия, наверное, ужесточились, поэтому каждый сейчас принимает решение, исходя из сложившихся условий, из доступных ему возможностей. Ну, и мы считаем, что все-таки вот те привлекательные условия, которые сложились для депозитов, они население тоже интересуют. Угу. А как у нас в республике обстоит ситуация с инфляцией?
Инфляция в республике составила 9,2% в августе, а в июле составила 8,9%. То есть некоторое ускорение инфляции наблюдается. А с чем это связано? Это связано с ростом издержек производителей, который отражается на росте стоимости сырья, логистики, да, вот, заработной платы. Ну, те самые факторы, которые, собственно, и приводят к росту цен. А на какие, может, есть у вас статистика, на какие конкретно товары растут цены у нас в республике? Ну, вот можно для примера взять, например, молочную промышленность. Там рост сырья приводит к росту готовой продукции, и, соответственно, вот это мы молоко, все, сыр, вот, творог. да, молоко, да, сметана, там масло. Вот эти все вот товары, к сожалению, имеют вот тенденцию к росту. А непродовольственные товары? Можно отметить также рост непродовольственных товаров, но у них вот, если у этих, условно говоря, там как бы сырье в основном, основной фактор, то здесь можно зафиксировать логистику. Ну, это для нашего региона такая вполне естественная, наверное, причина, да, отдаленность, удаленность от основных поставщиков. Поэтому вот логистические издержки, они растут, и предприниматели очень охотно перекладывают их в итоговые цены, которые потом выставляют. Это приводит к росту цены. Да, действительно, так и есть. И скажите, пожалуйста, вот Банк России в последнее время очень часто выходите в СМИ, рассказываете про инфляцию, ключевую ставку. Вот мы с вами, Антон Анатольевич, чуть ли не каждый месяц встречаемся, даже в месяц по нескольку раз бывает снимаем передачи, но у людей все равно нет четкого понимания, как считается инфляция. Объяснение про личную инфляцию, потребительскую корзину, вот мы рассказывали, записывали несколько выпусков, да, но мне кажется, что все равно наши граждане абсолютно далеки от этой темы. Люди приходят в магазин, смотрят на цены и очень сильно удивляются тому, что, например, вчера молоко стоило 130 рублей, а сегодня уже молоко стоит 150 рублей. Мы с вами говорим, например, сейчас вот с экрана телевизора про инфляцию 8 и 9%. Да? А люди-то видят совсем другие цены, и они сравнивают, делают для себя совсем другие выводы. То есть они, получается, что они сами посчитали, и нам теперь верить не будут. Не вызывает ли это... я уверена, что все равно вызовет это недоверие, да, к озвучиваемым цифрам. И давайте, может, мы им расскажем, да, все-таки, почему вот так, почему именно эти цифры мы говорим. Ну, давайте еще раз напомним, может быть, раскроем более подробно методику, которую применяет Росстат для определения уровня инфляции в стране. Там, значит, Росстат, во-первых, берет изменения цен за последние 12 месяцев. Это достаточно большой период, и люди, может быть, просто не отмечают, что цены были тогда такие, а сейчас такие. Это вот можно привести пример, что вот вы привели пример про молоко. Действительно, люди ходят в магазин каждый день, наверное, каждый день там покупают молоко, и, конечно, они это моментально отмечают, да, то есть вот опять выросло, вот опять выросло. Но то, что, скажем, есть товары длительного спроса, на которые рост цен совсем другой, люди этого не отмечают. Есть такое, как бы свойство психики отмечать, так сказать, негативные моменты в первую очередь. Вот. Например, вот на чай цены выросли, цены снизились. Извиняюсь, цены снизились. Такое же можно сказать про, например, стиральный порошок и мыло, да, что цены по сравнению за последние 12 месяцев они вот снизились. Но в то же время можно отметить, что, например, услуги, которыми мы тоже пользуемся, но вот услуги там в плавательном бассейне выросли незначительно, а цены на конфеты хоть и выросли, но выросли меньше, чем на молоко, и люди вот эти моменты не отличают. То есть такая вот инфляция избирательная,
у каждого своя. И вот это говорится, как раз и говорится про индивидуальную инфляцию. То есть человек, который потребляет определенный набор товаров, там, услуг и продуктов, он отмечает эту инфляцию для себя. И потом, конечно, вот апеллирует к ней, да, что вот, ну вот же цены выросли. В то же время есть понятие. А Росстат, он оперирует общим набором, единым набором товаров, продуктов и услуг, почти 570 наименований. Да, и я полагаю, что не каждый из нас даже в течение года может воспользоваться, там, приобрести какой-то вот, ну, вот весь этот набор товаров и услуг, потому что туда входят и строительные материалы, и туристические поездки, вот, и продукты широкого спектра, да. Вот, и бытовая техника, и автомобили, и, в общем, много чего. То есть все то, чем мы пользуемся, ну, вот, чем, в принципе, человек пользуется. Поэтому вот получается, что у Росстата максимально широкая линейка, и он отмечает это как бы по всей линейке, вот это все суммирует, после чего там приводит к единому проценту. Но и хочу сказать, что инфляция в данном случае скользящая за последние 12 месяцев. То есть если мы инфляцию смотрим в августе, мы ее сравниваем с августа 2023 года по август 2024 года. Ну вот точная инфляция 2024 года, она будет там, ну, по декабрь, да? Вот. Поэтому вот надо ожидать инфляцию, показатели инфляции, которая Росстат, она будет в декабре. Есть еще такое понятие, как сезонность. Да, человек, вот, насколько он глубоко назад смотрит, запоминает цены. Вот у нас сезонные овощи, такой хороший пример, может быть, когда вот цены на огурцы, например, зимой растут, да, летом там ближе к осени снижаются. Вот весной это самый пик, можно сказать, да, когда заканчиваются запасы, но еще новые там не появились продукция. Поэтому здесь вот тоже человек это тоже может не учитывать в своем восприятии инфляции. Поэтому существует такое понятие, как индивидуальная инфляция. Вот, и она не всегда соответствует официальной. Но как бы не обстояли дела, как бы не воспринималась вот эта индивидуальная инфляция, если официальная инфляция идет вниз, то и ваша индивидуальная инфляция тоже идет вниз. Может быть, в меньшем размере, там, другие проценты, но она тоже идет вниз. И вот это понимание, мне кажется, ну, самое главное должно быть. А что будет дальше с ценами и, в принципе, какие прогнозы дает Банк России? Ну, Банк России ставит перед собой вот цель приблизить инфляцию к 4%, и вся денежно-кредитная политика направлена на достижение этой цели. Мы, значит, прикладываем все усилия, чтобы в 2025 году через применение нашего основного инструмента инфляция приблизилась к целевому показателю. На этом мы завершаем наш новый выпуск. Спасибо вам большое, Антон Анатольевич, что вы пришли к нам и рассказали очень подробно о понятии инфляции, как обстоят дела у нас в республике. И спасибо вам большое, что принимаете участие в нашей передаче. И я уверена, что впереди у нас еще очень много интересных тем. Спасибо. Для расчета инфляции Росстат замеряет стоимость стандартной потребительской корзины. В нее входят более 550 товаров и услуг, которые обычно покупают люди. Но ваш выбор еды, одежды, развлечений и мест отдыха может отличаться от среднестатистических. Поэтому и рост цен вы будете ощущать по-другому. С помощью онлайн-калькулятора на сайте Банка России вы узнаете свой личный индекс инфляции. Перейдите по ссылке QR-кода, который вы видите на экране. Укажите, сколько вы тратите в месяц на различные категории товаров и услуг, и получите оценку личной годовой инфляции, насколько изменилась стоимость вашей персональной потребительской корзины за последний год. С вами была Рита Якушева и передача про деньги. До новых встреч в эфире.